Мы все еще на выставке, и подошли мы к маленькому, но очень интересному стенду вот с такими вот котлами. Это компания Липснель, Саха Липснель, я так понимаю, от того, что это Республика Саха, правильно? Рассказывайте, вижу, что котлы нестандартные, это котлы шахтного типа, да? Длительного горения. Длительного горения. Рассказывайте, как вообще происходит горение, как это выглядит, как это работает. Котлы длительного горения обычно бывают верхнего горения, то есть закладывается полностью дрова или уголь, да, чем топите. Потом уже сверху поджигается, и горение уже идет сверху вниз. Ну, то есть вот эта вот штука, это подача Это воздуха. распределитель воздуха, да. После закладки дров вы его отпускаете, и по мере сгорания топлива он идет вместе с огнем уже, То есть он подавая просто воздух. ложится на топливо Да, да. и начинает опускаться вместе с ним. Да, по силе гравитации он уже отпускается вниз. Так, хорошо. Как происходит подача воздуха? То есть это нагнетание? Есть два типа регулирования подачи воздуха, то есть это автоматически через электронный регулятор. Так. Он регулирует вентилятор, мощность вентилятора. Ставите температуру, он уже автоматически регулирует температуру через подачу воздуха. Если его убрать, то уже можете регулировать механически через обычный термостат. Каким Регулятор образом тяги. происходит теплосъем? То есть как выглядит вот вообще Основной рубашка? теплосъем происходит в верхней части котла, в дымовом канале. Вся вода, весь теплоноситель находится по контуру котла, то есть рубашка 1,5 сантиметра. 1,5 сантиметра? Да, Ага. толщина воды 1,5 сантиметра. И целиком уже рубашка. Здесь есть бачок специальный для подогрева воздуха. То есть он подогревает поступающий воздух, тем самым повышая КПД котла. То есть тот воздух, который попадает в зону горения, он предварительно прогревается вот в этой части и попадает уже теплый воздух в зону горения. Вот, допустим, если вы разжигаете мангал, да, обычным вентилятором или же феном, там разницу сразу увидите. И какая мощность вот у данного котла? И У данного насколько... котла мощность 20 киловатт. Да. Мы также производим котлы мощностью 10 киловатт и 40 киловатт. Отличаются видом топлива. Есть универсальные, вот, допустим, перед вами универсальный стоит. Он горит на углях, на дровах, на брикетах. Есть еще только дровяные котлы, то есть топится только дровами. Сколько хватает закладки? На углях до 3 суток, 3-30. А если все-таки деревяшка, наш регион более деревянный, чем угольный? До 1,5 суток. 1,5 суток, то есть? Да. Все зависит от качества утепления дома. То есть сколько дом потребляет, столько он будет сжигать. Ну, то есть, если мы берем 20 киловатт, то примерно это на 200 квадратных метров. Я правильно понимаю? Да. Ну, в наших условиях это 120 квадратных метров. У нас расчетная температура минус 54 градуса. Вот. Очень важно. Но это испытание проводили в Амикане, да. Ну, Минимальная. я к тому, что минимальная, да. Максимальная минимальная температура. А средняя у вас температура в вашем регионе? Минус 54. Минус 54. Расчетная. Нормально так, тепло. Ясно. Так. Также предусмотрены зольные ящики. В других таких производителях данных котлов вы этого не найдете. Только в наших котлах мы сделали вот такие зольные ящики, что очень удобно при чистке котла. А в чем уникальность зольного ящика? Он имеет Ну, просто его нету в других котлах. их вообще отсутствует. Да. А как же тогда происходит чистка в тех котлах? Через Вот. лопату. То есть мы, грубо говоря, открываем вот эту дверь и должны вот здесь скрепсти. Да. То есть здесь... Это занимает очень много времени, это очень пыльно. Сколько примерно времени пройдет между чистками? То есть если у тех котлов нужно, наверное, вычищать перед каждой закладкой, то здесь... Там 40 минут, от 40 до часа. Нужно ли чистить после каждого прожига, чистить? Если топите углем, Так. бурым углем, Так. у нас только бурый уголь, да? То каждый, ну, Перед каждой закладкой нужно прочистить. да. А если Эти ящики ровно хватает на одну топку. А если каменный уголь или деревяшка, там уже золы меньше будет, там уже на несколько топок. Да. На дровах неделю хватает. Недели хватает. Ну, здесь, я так понимаю, термометр, который просто регулирует, видно. Предусмотрен подрывной клапан. Если вдруг котел закипит при каком-то случае, там уже... Сброс воды. Если вдруг насос остановится или что-то такое вроде. Все ясно. Камелек, наше Так. собственное производство.
воздухогрейный котел длительного горения. Воздухогрейный. То есть Так. как буржуйка. Здесь понятно. еще установлен теплоэлектрогенератор. То есть за счет разницы температуры он еще вырабатывает электричество электричество. Да, 12 вольт. То есть, например, его можно на что использовать? На У освещение? нас его устанавливают в охотничьих угодьях, в туристических базах, на Так. дачах. В глухой тайге, допустим, вы Так. построили охотничье угодье, там электричество вам никто не проведет, Понятно. только свечки спасают, да? Поставили такой котел, провели электричество, затопили, тепло и светло. Сколько он может выделять? Ну, то есть... Мощность зависит от количества теплогенерирующих элементов. То есть элементы пеллетье там установлены. В данном образце 25 ватт. То есть 5 таких лампочек по 5 можно ватт. запитать. Да. То есть, если мы постоянно его И топим, у нас можно всегда еще есть подключить освещение. преобразователь тока, то есть 12 вольт на 220, и заряжать там телефон или что-то другое. Отлично. Какая конструкция? Вот я вижу тоже подобное. Принцип тот же же, самый, да? тот же самый. Здесь два режима в данном котле, да? Можно затопить полностью и регулировать через верхнюю заслонку механическая. Это мы что регулируем? Подачу воздуха? Подачу воздуха, Так. да. Горение одной закладки от 12 часов до 1 сутки. Ага. То есть один раз затопили и сутки стоит, грубо говоря, да? Можно затопить, как обычную буржуйку, через нижнюю дверку. Уже регулируется вот этой заслонкой. Здесь предусмотрен зольный ящик, колосник. Я понял. То есть можно снизу подавать воздух, можно в верхнюю зону подавать воздух. Здесь будет быстрее, я так понимаю, сгорать, но быстрее нагреваться. Нет, эффект тот же самый нагрева, но только по длительности горения только. Допустим, в доме чуть-чуть прохладно. Чуть-чуть подкинули, низ Да-да-да. открыли, пошло дело. Этот котел может обогреть помещение до 60 квадратов. Какая толщина стали здесь используется? Как надолго его может хватить? Мы его уже производим совсем недавно. Так. Толщина стенки 3 мм, толщина варочной плиты 4 мм. То есть тут можно здесь еще вот смотрите, готовить ребята, еду можно. То есть это прямо такая автономная печь-самобранка. Электричество, тепло и, собственно, еда, да, плита. То есть можно и готовить. У нас Вполне вариант. практически каждый второй якут охотник. Ну и понятно, у него должна быть такая печь обязательно. Супер, не знаю, я говорю огромное спасибо. Во-первых, за то, что вы делаете, это очень интересный продукт, и я думаю, что для вашего региона... На этом мы не остановимся, мы еще будем развиваться, будем производить газовые котлы, даже будем производить котлы с автоматической подачей топлива. А вот насчет газа, если я не ошибаюсь, у вас с газом-то не должно быть проблем, по крайней мере, с добычей его. Газ есть, мы живем на газе, Вот. но провести газ, вот в некоторые села Невозможно. не собираются из-за малочисленности населения и из-за отдаленности. Просто невыгодно. Невыгодно. Интересно, в своей же стране нам невыгодно везти к себе же газ. Это очень странно. Ну, как бы газ сам дешевый по отношению к некоторыми регионами, но вот именно вопрос. Его проводка, Наша республика самая газифицированная, самая большая территория у нашей республики в России. Наверное, видели на карте, можете посмотреть. Вот Конечно, да, конечно. такой большой регион и мало количество людей. Я желаю вам успеха, вашей компании, развития. Спасибо огромное. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, пишите, что вы думаете насчет такого оборудования, насколько оно может пользоваться спросом здесь у нас, где у нас нет таких вроде перебоев. Но, возможно, опять же, я говорю за более густонаселенные районы. А если мы говорим о отдаленных деревнях, я лично знаю деревни, в которых здесь, там в Вологодских, Костромской области, в Ивановской, тоже нету электричества. Ну что, пока, до новых встреч. До свидания. Спасибо большое.